Финансовая грамотность – это не просто модное словосочетание, а важный навык, который помогает людям принимать взвешенные решения, планировать будущее и избегать ненужных рисков. В условиях современной экономики каждый из нас сталкивается с множеством финансовых вызовов. От управления личным бюджетом до выбора инвестиционных инструментов. Каждый из нас с детства знает, если тратить деньги не считая, то они очень скоро закончатся, и наступит период жесточайшей экономии. Это правило распространяется на объекты любого масштаба, от карманных денег, выданных школьнику, до казны огромного государства или столицы региона. Таким образом, бюджет – это баланс между общей суммой доходов и необходимыми расходами, планируемый на какой-то промежуток времени. Как раз об этом мы и будем говорить в первой части передачи про деньги. От того, насколько сбалансирован бюджет, зависит успех его держателя, будь то домохозяйство или целый город. Любой бюджет состоит из двух основных частей – доходной и расходной. Средства, которыми мы можем располагать в планируемом периоде, составляют доходы бюджета. Для семьи это зарплаты и пенсии, проценты по депозитам. А для государства доходы состоят из налогов, неналоговых платежей, таможенных и прочих сборов и отчислений, уплачиваемых гражданами и организациями. Не секрет, что в Якутск едут многие, и молодежь в основном для получения образования, и взрослое население в основном для улучшения жилищных условий, и как отдельная категория предпринимателей. Все-таки Якутск – столица республики, и здесь развивать бизнес гораздо легче и прибыльнее. Развитие предпринимательства – это один из ключевых факторов экономического роста любого города. В Якутске малый и средний бизнес играют очень важную роль в создании рабочих мест, развитии инфраструктуры и повышении качества жизни горожан. Как вы уже поняли, в нашем новом выпуске передачи про деньги мы будем говорить про бюджет города Якутска, про льготы для граждан, поддержку предпринимателей и финансовую грамотность горожан. Сегодня у нас в гостях Григорьев Евгений Николаевич, глава окружной администрации городского округа город Якутск. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Добрый день, здравствуйте. Ну и, наверное, начнем наш разговор с того, что я прошу вас рассказать, как устроен бюджет города Якутска. Бюджет города Якутска состоит из двух основных частей. Это доходы и расходы. Доходы у нас формируются из двух составляющих. Это собственные доходы города Якутска и поступления из вышестоящих бюджетов. На 2025 год бюджет города Якутска сформирован в районе 33 миллиардов рублей. Вот у нас 15,5 миллиардов рублей – это наши собственные доходы города Якутска. Они формируются из основных статей – это налоговые и неналоговые доходы. Налоговые доходы у нас большая часть состоит, более 10 миллиардов – это поступление от налога НДФЛ. У нас по закону 40% всего НДФЛ, который оплачивается, остается в городском бюджете. Поэтому существенная доля, львиная доля, 10 миллиардов рублей – это НДФЛ. Далее около 5 миллиардов рублей у нас поступает от предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Также у нас около 2% в совокупной доли доходов составляют налоги на имущество физических лиц и земельные налоги. Это чуть более 400 миллионов рублей. И более 16 миллиардов рублей – это уже поступление по переданным полномочиям с вышестоящих республиканских федеральных бюджетов. Например, там, по реализации национальных проектов. Угу. А какую часть бюджета занимают все-таки социальная направляющая? Вот, теперь по расходам. Угу. У нас 65% всего нашего бюджета – это расходы на социальную сферу. Образование, львиная часть, более 15 миллиардов рублей. Культура и спорт. Угу. Вот, поэтому можно сказать, что бюджет города Якутска – это социально ориентированный бюджет. Да, потому что это видно. Видно, как город развивается, видно, сколько культурных объектов строится. Ведь это очень важно, это очень сильно влияет на развитие человека и его информационной культуры в первую очередь. Вот. Но у нас бюджет города, он профицитный или дефицитный? Мы находимся, как правило,
стараемся очень сбалансированно относиться к бюджету города Якутска, поэтому изначально в параметрах бюджета всегда стремимся принять его бездефицитным. Однако в ходе исполнения бюджета в последние годы мы были вынуждены уходить в дефицит, поскольку в сложные времена сейчас страна проходит через специальную военную операцию, до этого через коронавирусную инфекцию, пандемию. Мы принимали дополнительные меры поддержки для предпринимателей. Уменьшали налоговое бремя на предпринимателей, уменьшали процент по УСН, вот, который поступает в бюджет. И поэтому, как правило, сейчас вот посмотреть, если льготные ставки наши, там 4,8% по предпринимателям, то если бы они платили базовые ставки 6,15%, то это было бы плюсом еще около 2 миллиардов рублей. То есть это вот та сумма, которую не дозабирает городской бюджет. Вот исходя из этого мы вынуждены все равно планово в течение года уточняться и брать бюджет дефицитным. То есть мы приходим к такому выводу, что очень большую роль все-таки играют граждане и предприниматели в формировании городского бюджета, правильно? Безусловно. Конечно, более 10 миллиардов рублей — это поступление с людей, которые работают в экономике, кто официально трудоустроен. Поэтому очень важно, чтобы у нас в трудовых отношениях не было заработных плат в конвертах. Люди были трудоустроены согласно Трудовому кодексу, оплачивались все социальные взносы, плюс это все было прозрачно, легально, чтобы бизнес весь работал легально. Поэтому мы с каждым годом ведем планомерную работу и с федеральной налоговой системой, и с органами правоохраны в целом, для того, чтобы выводить бизнес из тени. Ну, а у нас созданы сейчас эти условия. У нас, в принципе, с начала пандемии одни из самых низких процентных ставок по налогам для субъектов малого и среднего предпринимательства по всей России. И получается, тогда человек, вот, допустим, он же проживает в Улусе, он решает переехать в город Якутск, чтобы улучшить там свои жилищные условия, допустим, да, или расширить свою сферу предпринимательской деятельности. И получается, что он должен здесь оформиться, правильно? Чтобы налоги налоги за его предпринимательскую деятельность на территории города Якутска шли в налоговую и в бюджет города Якутска. Конечно, это было бы очень замечательно, но в принципе у нас страна же единое экономическое пространство, вы можете заниматься предпринимательской деятельностью по всей стране, быть зарегистрированными у себя дома, это тоже не ограничено. Но в идеале, конечно, если человек будет прописываться и вставать на регистрационный учет налоговой города Якутска, то это, конечно, будет очень хорошо для города Якутска. Я думаю, сейчас многие задумываются, я уверена, что многие задумываются о том, что действительно есть польза от того, что мы платим налоги. Потому что если выйти на улицу и посмотреть, какой город сейчас, да, и что зайти, допустим, на сайт окружной администрации и посмотреть, какие проекты вы еще планируете, допустим, сделать, да, то тут существенный вклад налогоплательщиков, я думаю, что он будет таким очень полезным. Вот. И каждый предприниматель, я думаю, что сейчас, смотря нашу передачу, в этом убеждается. Вот. И вот вы сказали про поддержку. Вот для горожан, да, действительно актуальны меры поддержки. А какие меры поддержки для граждан сейчас, вот именно с 2025 года, может, ввелись или были введены чуть ранее? И вообще, какие сейчас действуют программы поддержки граждан и предпринимателей вот, на территории города Якутска? У нас в целом большой перечень мер поддержки для предпринимателей. Я затрону основные, вот, базовые. У нас департамент предпринимательства реализует более 30 мер поддержки, в целом направленные на субъекты малого и среднего предпринимательства, люди, которые хотят только начать бизнес. Как правило, первое, что необходимо людям, это доступ к льготным деньгам финансирования. У нас создан наш микрокредитный фонд, кредитная организация поддержки предпринимательской инициативы в городе Якутске, и мы выдаем сейчас льготные кредиты от 5%. 5,8%. Это с учетом нынешней ключевой ставки, это очень хороший инструмент для того, чтобы дать старт, либо уже пополнить свою оборотку. Да? Поэтому это раз. Вторая, значит, большая работа, такая, как сказал, уже совместно с республиканскими властями, значит, закон республики принимается по снижению налогового бремени. Ну, как правило, как я вот сейчас объяснил, основную нагрузку на себя берет бюджет города Якутска. Налоговый мы не добираем налоги, но это способствует улучшению инвестклимата в целом по городу Якутску за счет низких налоговых ставок.
Третья мера поддержки – это закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы сегодня, город Якутск, одни из лидеров по России. При норме там, чуть более 20% закупок всех у субъектов малого и среднего предпринимательства, мы более 30% уже сегодня достигли этого показателя. Каждый год мы увеличиваем объем закупок, которые мы проводим у субъектов малого и среднего предпринимательства. И среди них, конечно, есть большая доля предпринимателей, которые прописаны на территории города Якутска. Мгм. Ну вот еще я знаю о такой программе, программа поддержки гражданских инициатив «Народный бюджет». Да. И вот действительно ли каждый гражданин, каждый горожанин может принять участие в этой программе, и что он получает, и какие возможности у него есть для того, чтобы улучшить качество своей жизни, там, или помочь своим соседям, или своим детям, или своей школе и так далее? Да, значит, смотрите, программа поддержки местных инициатив – это программа, которая реализуется через Министерство финансов Республики Саха-Якутия. Она подразумевает собой, что есть инициатива граждан, она оформляется в должном виде как проектная заявка и уже проходит, значит, отбор, и в случае ее реализации она получает денежные средства, люди ее реализуют. Такая же программа есть у нас на муниципальном уровне, она называется «Народный бюджет». Народный бюджет сейчас направлен, имеет контуры своего влияния работы на объектах благоустройства города Якутска. То есть после проекта должна остаться какая-то благоустроенная территория, либо какой-то элемент архитектурной формы, но что-то должно остаться. Поэтому мы значит, по этим двум направлениям активно вовлекаем общественные организации, горожан. Не обязательно быть какой-то НКО, достаточно быть просто физическим лицом и принимать, самое главное, участие активное в этой работе. Как правило, в народном бюджете мы предусматриваем 20% софинансирования от инициаторов, поэтому вовлекаются какие-то спонсорские объединения и прочее. Это хорошая конструкция получается. В целом я бы назвал этот инструменты народного бюджета и проекта поддержки местных инициатив, это как один из ключевых инструментов реализации стратегических коммуникаций между властью и населением. Уже конкретные результаты, которые делаются самим инициатором. Деньги доводятся до инициатора, инициатор его выполняет, этот проект, и, как правило, потом передает эти блага для дальнейшей эксплуатации органам местного самоуправления. Вот. Мы поэтому очень рады такому. На федеральном уровне примерно о таком же проекте, это проект формирования современной городской среды. ФСГС у нас подразумевает голосование. Вот каждый год мы призываем народ проголосовать за тот или иной объект. И это вовлекает тысячи горожан, которые могут выразить свою точку зрения за то, что им необходимо благоустроить. Потом по линии Министерства строительства Российской Федерации доводятся денежные средства, и на них реализуется проект. Вот, допустим, озеро Сайсары по городу Якутску, мы первый этап вдоль Сергеляцкого шоссе сделали именно по данному проекту. Чуть более 45 миллионов рублей было в это вложено. А оставшуюся часть мы уже сделали по инфраструктурному бюджетному кредиту. Получается, что когда гражданин вовлекается, он вовлекается не только принимая, отдавая свой голос, он принимает в развитии полностью всей инфраструктуры. Конечно. Вы знаете, самый главный инструмент в построении командообразования – это общее целеполагание. Если люди вместе принимают решение большинством, что эта цель для нас важна, и мы хотим ее реализации, то ее дальнейшая реализация делает людей уже, грубо говоря, одной командой, которые хотят увидеть этот результат. И, конечно, это здорово повышает вообще, в принципе, настроение людей. Да, и это очень сильно влияет на финансовую грамотность все равно человека. Ведь когда он начинает расписывать бюджет, начинает составлять смету, они все равно работают командой, допустим, да, распределяют расходы и так далее. Это же все влияет, и они сразу видят, что из чего состоит. Финансовая отчетность далее. Вы же деньги получаете, нужно отчитаться, куда, что сделали. Поэтому это однозначно имеет под собой и требует от участников данного процесса соблюдения всех финансовых требований. И вот, Евгений Николаевич, я хочу спросить у вас еще на такой момент. Да? Сейчас очень много перетолка в сфере благотворительности. Очень много разных разговоров, очень много сборов проводится, да, и в поддержку участников СВО, там, и в поддержку больных детей и так далее. И, к сожалению, в большинстве случаев попадаются мошенники, которые этим пользуются. Так вот, я бы хотела, чтобы вы рассказали о благотворительных проектах, которые поддерживает или проводит окружная администрация, чтобы наши зрители получили возможность сразу, вот, например,
мы разместим на экране QR-код, и вот они по этому QR-коду могут перейти, оказать поддержку, помощь там, и так далее. Да? Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Именно благотворительная работа у нас, как благотворительный фонд, у нас есть фонд «Победа». Он был создан еще, по-моему, к 70-летию или к 75-летию празднования Победы Великой Отечественной войны. Далее он проживал свою жизнь, значит, получается, от Дня Победы к Дню Победы. С началом специальной военной операции мы столкнулись с тем, что у нас поступали пожелания от ребят, которые уходят на фронт, на дополнительное оснащение. То есть требовалась специализированная техника, требовались оптические прицелы, ночные прицелы, коптеры, рэбы, все то, что необходимо здесь сейчас, и для закупки этого необходимо было найти где-то денежные средства. Пока еще даже не было вот этой нормы в законе, чтобы можно было это из бюджета покупать, там, или в бюджете свои обязательства, то есть это тоже долгий процесс. Мы поняли, что нам необходим фонд, который мог бы быстро решать эти задачи. И запустили фонд «Победа». Вот, перезапустили его. В состав его учредителей вошли, значит, в том числе участники специальной военной операции, герой Российской Федерации Александр Гаврилович Колесов. Вот, является сегодня одним из людей, которые распределяют и занимаются рассмотрением всех заявок, которые поступают. Вот у нас один фонд, по которому мы работаем. В принципе, окружная администрация больше к населению с другими призывами и не приходит. Вот если кратко посмотреть, какие результаты по работе фонда. Вот у нас за все время работы фонда, это чуть больше 2 лет, он собирает деньги, нам удалось собрать почти 130 миллионов рублей. Вот. И более 100 миллионов из них это поступления от учреждений городской администрации. Это заработные платы. У нас, как правило, на призыв откликаются работники. Это 1000 людей. Это реально люди, которые не словом, а делом поддерживают ежедневной зарплатой своей. Вот руководство, руководители у нас делают это чаще. Делают у нас также взносы со своих всех премиальных, если им положена там квартальная премия или какая-то еще, обязательно процент люди отправляют в этот фонд. И поэтому вот более 100 миллионов мы собрали только с окружной администрации. На них закуплены десятки автомобилей, сотни всеразличных прицелов, рэбы, тепловизионные прицелы. Ну и, конечно, надо больше. Да? Но вот чем богаты, тому и рады. Хорошо участвуют вот, из оставшихся 20 миллионов у нас и просто население там сдало более 3 миллионов рублей. И часть предпринимателей, которые работают с нами в городском округе, откликнулись на это обращение и провели работу по наполнению фонда. Поэтому очень благодарен всем, кто вовлечен в этот процесс. И, конечно, слова благодарности в первую очередь от наших военнослужащих, кто сегодня с оружием в руках делает нашу страну сильнее. Мы, конечно, должны на это ориентироваться. Я всегда всем людям говорю, кто вовлечен в этот процесс, нам есть брать кого пример. Вот просто задумайтесь, мы же не просто город Якутск, мы город трудовой доблести, да. А мы им стали благодаря тому подвигу трудовому, который сделали люди, которые проживали здесь, на территории города Якутска и республики в целом во время Великой Отечественной войны. Вдумайтесь просто в цифры. Было собрано более 55 миллионов рублей на 2 танковые колонны и 3 эскадрильи самолетов. Вот, и еще чего только не отправлялось. При этом средний доход одного человека за один день, работающего там где-то в селе, 1 рубль был. Какие колоссальные эти цифры были. Вот это было все для фронта, все для победы. И именно поэтому наша страна выстояла. Не бывает тыл и фронт, они едины. Да? Поэтому вот здесь нам нужно брать примеры с наших предшественников, потому что наши воины на передовой взяли этот пример, и сегодня наши герои Российской Федерации тому прямое подтверждение. Да, они как деды, как их деды, они также защищают. На тех же полях, на тех же рубежах. На тех же рубежах. Мы уже поговорили об одном виде мошенничества, а сейчас перейдем уже к кибермошенникам, потому что интернет кишит просто этими случаями. Вообще невозможно просто открывать утром новостную ленту, не попавшись, не уловив глазами новость о том, что опять в очередной раз кто-то из якутян стал жертвой мошенников. Вот поэтому
я вас прошу, поделитесь, пожалуйста, с вашим опытом. Вот как вы отреагировали, когда ваш телеграм-канал был не взломан, а вот, ну, создали фейковый, да, и прошу вас дать ценные рекомендации для наших телезрителей. Так, вообще, в принципе, нужно понимать одну очень простую вещь. Ежесекундно, ежеминутно на том конце линии провода работают тысячи мошенников. И если вам сегодня еще не позвонили, это пока лишь вопрос времени. Нужно всегда понимать, и отвечая на любой звонок, а если это неизвестный номер, если это звонок по телеграмму или по WhatsApp, то нужно в первую очередь пропустить через парадигму того, что это мошенники. Это мошенники. Вот в такой парадигме тогда ты начинаешь соображать. Вот у меня личный пример мой. Смотрю, мне на телефон звонит Юрий Петрович Трутнев. Я с ним никогда по телефону не разговаривал. Так и высвечивается. Потом смотрю телеграм. Ну дай, думаю, возьму, мало ли. Беру трубку, и голос один в один. Говорит со мной Юрий Петрович Трутнев. Говорит, ну, там долгий разговор, но я понимаю, что он ведет к сотруднику Федеральной службы безопасности, где-то что-то нарушено, и нужно эту ситуацию отматывать назад и решать. Ага, я думаю, хорошо. И у меня уже в голове вот то, что я предполагал, что это мошенник, и складывается. Я говорю, Юрий Петрович, давайте, раз такой разговор, и со всем уважением, пожалуйста, перезвоните по закрытой линии. И я спросил такой наводящий вопрос, который Юрий Петрович знал бы, а этот человек нет, касающийся нашего вот аспекта города Якутска. И тот человек это неправильно ответил, ну и, соответственно, я сразу понял, что это мошенник. Поэтому всегда любой звонок, который к вам идет в коммуникацию, если он по телеграмму, по WhatsApp или с незнакомого номера, в первый вопрос, первое убеждение, мне звонит мошенник. Дальше уже, если он разубедит вас в обратном, то это уже можно дальше общаться и вступать в коммуникацию. Потому что все эти мошеннические схемы, они продуманы детально и очень глубоко на уровне нейролингвистического программирования. Да. Человека вводят в состояние гипноза. Это сложнейшая социальная инженерия. Вовлекается множество ваших связей, которые семейные, коллеги, дружественные. Вы начинаете верить в это действительно. Перед вами построят иллюзию того, что это происходит по-настоящему. Поэтому всегда понимайте это. Всегда нужно учитывать, что вам звонит мошенник. Это раз. Второе, значит, я когда сам столкнулся, второй случай, это когда от моего имени начали звонить по видеозвонку. Вы представляете, теперь вы должны понимать, что и даже видеозвонок, когда вам звонит человек по видео, то на той стороне это дипфейк. Это искусственный интеллект, исходя из нашего видео с вами, могут сделать такого же второго человека, который будет звонить, ну мало ли у человека там очки не одел. Или что-то, что-то поменялось в это. Про простые рассылки я вообще молчу. Когда просто приходит то, что вот к вам обратится какой-то сотрудник чего-то, у нас что-то произошло, сразу в игнор, сразу в блок. Поставьте сейчас, есть уникальные программные продукты, которые с применением искусственного интеллекта и машинного обучения выявляют мошенников уже сразу же. И вас блокируют на телефон. Поставьте их. Поставьте такие программы на свою электронную почту. Защищайте себя со всеми возможными подходами. Вообще, в идеале, конечно, это не брать абсолютно незнакомых номеров. Ну вот ничего страшного. Не берите, не берите. Не бывает такого, что сотрудник ФСБ или Следственного комитета или МВД будет по телефону вам предъявлять какое-то обвинение или по видеозвонку показывать вам повестку. Такого не бывает. В случае всех действий ориентируйтесь на соответствующий процессуальный кодекс и соответствующие нормы. Всегда, еще рекомендация, как только вам позвонят, позвоните сыну, дочери, мужу. Тот, кто более молодой, тот, кто более, значит, охвачен этой информационной повесткой, пусть свою точку зрения выскажет. Всегда старайтесь разорвать звонок. Первая причина, по которой мошенник будет вас держать, это в постоянном напряжении. Не давать вам опомниться. Постоянно на телефоне, постоянно какая-то угроза чего-то. Вот вы завтра в тюрьме, вот вы там способствуете террористам или чему-то. Разорвите телефон, выкиньте телефон. Если он говорит правду, то хуже уже не будет. А скорее всего вы выкинете телефон и, может быть, проснетесь. Пойметесь, одумайтесь на секунду, посмотрите на ситуацию со стороны, что происходит. Абсолютно верно, абсолютно точно, все, прям каждое слово в точку. Уважаемые телезрители, вот
Я уверена, что вы услышали правильные, верные советы. Ну и еще один момент, Евгений Николаевич, который я не могу пропустить, это мошенничество, связанное с земельными участками. Вот вы сказали, что большую часть все-таки это у нас именно налог с земли там, и так далее, да, и люди, в принципе, после ковида, когда вот начался у нас локдаун, все переехали в частные дома, и земля стала очень популярной. Ну и сейчас многие используют этот вид, вид приобретения, вид недвижимости, можно так сказать, как инвестиции рассматривают его, да. И очень много ведь разного рода предложений. Предлагают разные, вообще абсолютно, там и цена низкая, там еще что-то. И обещают они то, чего в принципе быть не может. Но это мы с вами понимаем. А люди-то, вот как их предупредить? Вообще, в принципе, я бы советовал очень простую вещь. Вот, очень много объявлений различного характера, когда продают земельные участки. Вы должны понимать одну простую вещь. Опять же, живите с убеждением и пониманием того, что у нас, да, есть земельные мошенники. Есть люди, которые продают несуществующие земельные участки по поддельным документам. Их вот сейчас идут судебные процессы, осудили, посадили на реальные тюремные заключения, срок дали, а люди остались с проблемами. Купили земельный участок, который был отчужден от государственной собственности, теперь по суду пытаются как-то восстановить свои права. Это вот один вид мошенничества. Поэтому первое, когда вы покупаете какие-то земельные участки, даже если они находятся под ЕЖС там, или под какую-то коммерцию, как вам необходимо, удостоверьтесь в реальности документов, выписку из ЕГРН закажите. Дальше, вне зависимости, какой земельный участок вы покупаете, удосужьтесь и попросите у продавца ГПЗУ, документ называется, градостроительный план земельного участка, на котором будет показано уже, что можно строить, что нельзя строить, какой целевой характер у земельного участка. Вторая форма мошенничества, вот, по которой сейчас у нас большие проблемы по городу Якутску, там и с Саталом, и вот сейчас по Табаге выстреливало, то, что земельные участки сельхозназначения продают людям с убеждением того, что завтра поменяют под ИЖС. Не стоит в это верить. Есть генеральный план города Якутска. Генеральный план – это документ, который принимается на десятилетие, повторюсь. Он не меняется каждый год, он не меняется вот так вот. Это документ, который принимается с точки зрения стратегического развития города Якутска. И понятно, что вокруг города Якутска должны быть участки и по сельхозку. В момент, время же прошло, там, с момента Советского Союза, был, допустим, совхоз Хатавский. В свое время по 3 гектара раздали как паи людям, которые состояли в нем. Ну, далее там у людей возникает, конечно, желание поменять их под ИЖС, и в том числе они возникают, вот вчерашние пашни возникают под сельхозку. Поэтому прошу в это не верить. Изменения только согласно генеральному плану. Покупая участок на сельхозке, это не запрещено. Вы можете быть обладателем сельхозземельного участка, только вы не имеете права строить на нем жилой дом. Вы не получите документы, соответствующие это разрешение на строительство, разрешение на ввод, и, соответственно, легально не зарегистрируете свой дом. Только согласно целевому характеру используйте. Поэтому проверяйте, пожалуйста, целевой характер и заказывайте всегда при покупке земельного участка градостроительный план земельного участка. Потому что часто бывает, очень часто, люди покупают земельный участок, на котором нельзя ничего строить. Красные линии, зона с особым использованием территорий, водный кодекс, ну и так дальше, накладываются разные причины, а в итоге люди купили и купили. Продавец не досказал, в принципе, он, может быть, и знал, может, не знал, это уже отдельно нужно рассматривать, но человек уже сегодня является правообладателем, по сути, земельного участка, на котором он не может реализовать свои права и желания. Да. И вот эту информацию же можно узнать на сайте окружной администрации города? Смотрите, у нас есть специализированный портал, геопортал. Также вы можете через МФЦ заказать ГПЗУ на земельный участок. Это не запрещено. Как правило, нужно требовать это от продавца. Ну, это как вот вы же продаете не булку хлеба, вы продаете актив, который стоит минимум сотни тысяч рублей. А в Якутске это уже миллионами исчисляются земельные участки, поэтому удосужьтесь, чтобы он и ГПЗУ взял. Соответствующее мероприятие проведено было. Евгений Николаевич, я благодарю вас за очень интересное интервью.
Надеюсь, что и жертв обмана станет гораздо меньше. А я напомню нашим телезрителям, что повышать свой уровень финансовой грамотности – это необходимость, которая позволит нам увереннее смотреть в завтрашний день. С вами была Рита Якушева. До новых встреч в эфире.